Больше четверти века назад весь народ Абхазии от мала до велика встал на защиту своего отечества. Невероятно тяжелой, кропотливой оказалась дорога к победе. Те, кто шли в бой, не могли не победить, ибо они защищали родную землю, само существование Абхазии. Народ Абхазии выстоял и победил, потому что сражался за правое дело. Каждый год в конце сентября по всей Абхазии слышно слово «Аяйра». Аяйра-Амш – не только главный праздник в стране, но и самый любимый жителями Абхазии. Ветераны Отечественной войны, надевшие в этот день все свои награды, в центре города у Ботанического сада собираются в колонну, чтобы пройти по главной площади страны. Победу встретила я в Линдавах. Со стороны Камана, с той стороны в Линдавах. Какие ощущения были тогда? Неописуемые ощущения. Такой радости после этого я еще не чувствовала. Сколько вам лет тогда было? 38 лет. Поздравляю народ Абхазии с праздником. Я День Победы, к сожалению, в госпитале встретил. Я не попал туда. И не взятие города тоже не увидел. Чуть-чуть оставалось. Наш батальон имел тяжелую задачу. Отвлекающий маневр. Это Сухумский батальон. Страшная была задача, но я думаю, что справились. Да, жертвы большие, конечно. И хочу низко поклониться тем родителям, которые воспитали таких детей, которые сложили головы за основное. Там вот в этих войнах обычно погибают самые молодые люди. Взрослые как-то могут себя уберечь. Молодежь всегда рвется, их трудно остановить было. Я пожелаю процветания Абхазии и всему народу, чтобы народ ликовал. Да, сегодня праздник большой, но в то же время немножко нет, тяжело на сердце, потому что столько душ погублено. И я хочу сказать в адрес добровольцев, то, что добровольцы сделали в Абхазии, это, наверное, мы, наверное, так в ближайшее время, не дай Бог, но сможем ли мы это сделать. Спасибо им всем, вечная память, кто сложил голову, в первую очередь добровольцы, а потом уже Абхазии. И еще раз поздравляю с таким праздником, как говорится, два в одном, и День Победы, и День Независимости. И вам тоже пожелаю всего хорошего, и всегда, чтобы улыбка была на лице. Поздравляю народ Абхазии с 25-летием Победы. Желаю всему народу мирного неба над головой, чтобы расцветала наша Абхазия, радости всемирной, чтобы все радовались, здоровья всем. Праздничное шествие открыли участники Отечественной войны народа Абхазии, бывшие бойцы и командиры Гумистинского и Восточного фронтов. Победа над врагом была одержана совместно с добровольцами из республик Северного Кавказа, Приднестровья, многих городов России и стран бывшего Союза, представителями зарубежной диаспоры. Воины добровольцы с первых дней войны, несмотря на чинимые им препятствия, преодолевая трудности, прибывали в Абхазию по зову сердца, чтобы вместе с народом Абхазии отстоять свободу и независимость, суверенитет и государственность республики. Многие из них сегодня принимают участие в юбилейном параде. В упорной трудной борьбе мы победили агрессора. И это самое главное в нашей жизни. Чтобы дети наши были спокойно, могли прожить свою жизнь, строить новую жизнь. Я от всей души поздравляю весь абхазский народ с Днем Победы. С праздником Победы всех. Весь абхазский народ поздравляю с праздником. Это самый такой, я считаю, счастливый, самый такой многозначимый праздник для нас. Единственное, что плохое остается, жалко очень погибших наших ребят, наших братьев. Я вот победу услышал в больнице в Москве. Я тогда раненый лежал в больнице в Москве. Ну, радость была очень такая многозначимая. Можно сказать, я наполовину выздоровел. На Сухумских улицах вдоль прохода техники живая река поколения победителей. Год от года редеет строй ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Но ныне живущие, особенно дети, молодежь, должны знать свою историю, хранить память о погибших героях, освободивших от агрессора Абхазию, и передавать ее из поколения в поколение. У ветеранов-фронтовиков есть традиция, они обязательно встречаются в День Победы и Независимости и вспоминают военные годы. Щемящие минуты молчания прерывали воспоминания о тех, кто не дожил до
наших дней, отдав жизнь за наше мирное время. Радости, гордости за нас, за то, что мы никогда не сомневались в своей победе, даже в самые худшие времена. И наша уверенность, она воплотилась в жизнь. Ценой больших потерь, но это война, на войне убивают. Вот. Самое страшное то, что не дожили те, кто должны были, так хотели увидеть эту победу. Но они ценой собственной жизни дали нам возможность победить, нам живым. К сожалению, сегодняшний день, я так скажу, к сожалению, конечно, не в полном смысле, эти 25 лет очень быстро пролетели, а так, конечно, огромная радость. 25 лет, четверть века со Дня Победы, которую я помню, как будто это было вчера. Я желаю в этот прекрасный день то, что желают все: мира, добра, здоровья, много детей, внуков. Я находилась во 2-й бригаде, и мы через Шрому шли, в Бараташвили, вышли вот сюда к Совмину. Совмин уже горел. Вот, и потом мы у МВД уже остановились и ждали указания дальнейшие. Мне было удивительно то, что как-то, знаете, я живая. Такой вот. Потому что, не думала об этом, что я дойду там или что. Много очень гибло ребят, было страшно. Я поздравляю весь народ Абхазии с праздником, 25-летием. И дай Бог, чтобы никогда не было войны. А молодым пожелаю дерзать, созидать и быть верными своему Отечеству. После завершения военного парада над площадью Свободы из вертолета десантировались парашютисты, а в это время на самой площади выступали детские творческие коллективы. Юные артисты исполняли танцы народов Кавказа. Затем на площади были показаны импровизированные спарринги борцов и боксеров. Абхазские гимнасты выступили с показательными номерами. Мероприятие завершилось шествием учащихся сухумских школ. Дети прошли по площади, держа в руках воздушные шары в цветах государственного флага, которые затем они выпустили в небо. Рената Шакай, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.